эфире проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. И сегодня мы начинаем нашу программу на том самом месте, где в 20-х годах прошлого века начиналась Белорусская академия наук. Да-да, вы не ослышались, и глаза вас не обманывают. Это центр Минска, улица Революционная. Именно здесь, в доме номер 15, в 1922 году был открыт Институт белорусской культуры, а по сути первое научное учреждение. Спустя 2 года именно здесь пройдет первая научная конференция, а уже в 1929 году Инбелкульт будет реорганизован в Белорусскую академию наук. Почему я заговорила об истории? Да потому что уже на следующей неделе Национальная академия наук Беларуси будет отмечать большой юбилей – 90 лет со дня образования. А мы в связи с этим начинаем серию специальных выпусков «Наукомании» и начинаем, конечно же, с истории. Ведь без прошлого будущее просто невозможно. Итак, смотрите сегодня в программе. В числе первых академиков Янка Купала и Якуб Колос, кто стоял у истоков белорусской науки. Смена архитекторов во время большой стройки. Расскажем историю создания одного из самых эффектных зданий в стране – Академии наук. И как противостоять попыткам переписать историю. Посмотрим на прошлое с точки зрения науки. Всего 128 человек, из них научных сотрудников 87. Таким был штат Белорусской академии наук почти 90 лет назад, 1 января 1929 года, когда и состоялось ее торжественное открытие в Минске. Символично, что произошло это в 10-ю годовщину образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Первым руководителем Академии наук стал историк профессор Всеволод Игнатовский. Среди первых академиков Янка Купала, Якуб Колос и Тишка Гартный. Пройдет всего каких-то 10 лет, и к началу 40-х прошлого века в штате теперь уже не Белорусской академии наук, а Академии наук Белорусской ССР, переименована она была в 36-м 20-го столетия, будет около 750 сотрудников, а под крылом Академии 12 научно-исследовательских центров, в том числе 9 институтов. Дальше была война, которая разрушила практически все, от зданий и лабораторий до фондов и библиотек. Забрала она и многих талантливых ученых. Однако не прошло и года после освобождения Минска, как 8 научных институтов возобновили свою исследовательскую деятельность. В 1951 в Академии наук уже работают 15 институтов и в общей сложности 30 научно-исследовательских учреждений. Из более чем 1200 сотрудников 33 академика, 27 членов-корреспондентов, 55 профессоров и докторов наук, 165 кандидатов наук. Современное название Национальная академия наук получает в мае 1997-го. Именно тогда президент Беларуси подписывает соответствующий указ и одновременно с новым названием получает и новый статус. Отныне это высшая государственная научная организация страны, которая отвечает за координацию и проведение фундаментальных научных исследований. Если вы думаете, что историю белорусской науки можно только рассказывать, то вы глубоко заблуждаетесь. Ее можно и показывать, и даже потрогать. Если аккуратно, конечно, все-таки музейные экспонаты. Об основных этапах развития научно-исследовательского центра страны прямо сейчас попросим рассказать директора музея Академии наук. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Владимир Александрович Шипило, директор Музея истории Национальной академии наук Беларуси. Родился 13 июня 1988 года в Новополоцке. В 2011 году окончил историко-филологический факультет Полоцкого государственного университета. В 2012 магистратуру, а в 2015 уже аспирантуру при Институте истории Академии наук Беларуси. С ноября 2015 младший научный сотрудник отдела антропологии Института истории Академии наук Беларуси. В сфере научных интересов физический тип населения Беларуси в разные исторические периоды и краниология. Размаўляць будем на матчной мове? Так. Мы находимся ва унікальных інтэр'ерах такога музея Академії наук няма сёння ў ніводнай краіне постсавецкай прасторы. З чаго пачыналася гісторыя гэтага музея? Пачыналася менавіта з 80-х гадоў, калі па ініцыятыве прэзідэнта Акадэміі навук Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Мікалая Александровича Барысевіча планавалася адкрыць вось такі музей навукі. Прычым экспанаты для гэтага музея ўжо пачалі збірацца па
ва ўсім Савецкім Саюзе. Што было ля вытокаў беларускай навукі і хто стаяў ля вытокаў? Сягае вось гэта ўсё ў глыбокую такую даўніну. Па блоках возьму вось навукоўцаў нашых. Вось Казімір Семенович. Лічыцца, што нарадзіўся на Беларусі першая палова 17 стагоддзя. Вядомы распрацоўшчык шматступенчатай ракеты, тэхнікі артылерыі. Напісаў капітальную працу, але выдаў яе ў Нідерландах. Быў знаёмы з усімі вось цэх майстрамі, тыя, хто займаліся артылерыяй, піратэхнікай вайсковай усёй Европы. Далей мы, конечно, берем таксама космос. У 18 стагоддзі у Вялікім княстве Літоўскім была свая, нават уже стваралася астранамічная школа. І нават уже стварылася свая абсерваторыя. Нацей Пачобут Адляніцкі, у вас звернеце вашу увагу. Справа ў тым, што гэта чалавек, які быў дырэктарам абсерваторыі і пачынальнікам вось гэтай навукі астранамічнай, менавіта ў Вільні канцэнтравалася ўсё. Яны прасоўвалі канцэпцыю Каперніка. Далей працягваю яшчэ пра астранамічны блок. Цараскі Вітальд Карлавіч. Вялікія даследаванні атрымліваецца таксама па назіранню за свяціламі. Як бачыце, што нашы навукоўцы, яны некаторыя вось заставаліся так, працавалі у Вільні, напрыклад, а некаторыя вось далей рухаліся. Таксама хочу заўважыць, наша першая жанчына-прафесар Соф'я Кавалеўская, так ці інакш бацькі паходзілі з тэрыторыі Беларусі, это другая палова 19 стагоддзя. Яна некаторы час жыла на Беларусі, але, канешне, менавіта ейная галоўная ўжо тэма даследавання, она ўжо была за межамі. Хачу звярнуць вашу увагу на такіх выбітных геолагаў. Гэта Ігнат Дамейка. І вось звярніце увагу унікальны экспанат Дамейкіт. Мінерал, які названы ў гонар нашага навукоўца, які паходзіць з Беларусі. І, канешне, таксама Іван Чэрскі, таксама вядомы геолаг, які быў пасля паўстання 1863 года высланы ў Сібір, але навукай працягнуў займацца там, даследаваў у возера Байкал. Таксама геалогію горных Сібіры і гэтак далей. Якуб Антонович Йодка Наркевіч, сусветна вядомая асоба, першы адкрывальнік метода электраграфіі, метод бесправадной перадачы электронных сігналаў. І тым не менш, калі казаць пра стварэнне Акадэміі навук, то база была гуманітарная. Як з'явіўся інвелкульт і як ён пераўтварыўся ў Беларускую акадэмію навук? А пра гэта я раскажу вам ля наступнага стэнду. Інстытут беларускай культуры, скарочана інвелкульт, з'явіўся ўжо дзесьці напрыканцы 1921 года, а афіцыйна быў адкрыты урачыста ўжо напрыканцы снежня 1922 года. Навукоўцы, дзякуючы якім узнік інвелкульт, паказалі савецкай уладзе, паказалі ўсім, што Інстытут беларускай культуры можа стаць сапраўднай нацыянальнай акадэміяй. Менавіта з 1922 года і пачалася плённая праца навукоўцаў. Менавіта гуманітарныя навукі даследаваліся спачатку. На большае проста не хапала грошай, таму што адбываліся дзве страшэнныя спусташальныя вайны. Это першая сусветная польска-савецкая вайна. Прычым тэрыторыя Беларуска-Савецкай сацыялістычнай рэспублікі падзелена на дзве часткі паміж Польшай і Савецкім Саюзам. У 20-х гадах адбывалася ўзбуйненне тэрыторыі Беларусі. І вось гэтыя працэсы якраз такі і закранала навука, якая фарміравалася ў Інстытуце беларускай культуры. Адзін з тых, дзякуючы каму быў утвораны Інстытут беларускай культуры, гэта і наш гісторык, першы прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Всеволод Макарович Ігнатоўскі. Канешне, неад'емнымі памочнікамі яго былі такія цудоўна выбітныя асобы, як Сцепан Михайлович Некрашевич, філолог, цудоўны лінгвіст, які распрацоўваў слоўнікі, шматлікія працы, які быў першым старшынёй Інстытуту беларускай культуры. В Інстытуце беларускай культуры было некалькі секцый. Была секцыя, канешне, накіравана на даследаванне гісторыі Беларусі, беларускай культуры, літаратуры, археалогіі, побыту. Фарміравалася даследаванне фауны, флоры, геалогіі самой тэрыторыі Беларусі. Акадэмічная структура ў Інстытуце беларускай культуры была распачатая навукоўцамі пасля прыняцця другога статута ў 1927 годзе. Тая тытанічная праца, якая зроблена была на пачатку 20-х гадоў, яна адгукнулася і, дзякуючы гэтаму, падрыхтоўваючы вось гэты этап 26-го працяжнік 28 года, змог адбыцца, і навукоўцы пацвердзілі, што Інстытут беларускай культуры гатовы да пераўтварэння ў сапраўдную акадэмію навук. Сапраўдная акадэмія навук з'явілася. Была абвешчана 1 студзеня 1929 года, але пастанова Савета народных камісараў у кастрычніку 1928 года. Бывалася дакументацыйнае ператварэнне вось якраз такі Інстытуту беларускай культуры ў акадэмію навук. Я ведаю, што асабістая тэма гэта дом беларускай навукі. Я зараз маю на ўвазе будынак, у якім мы знаходзімся. Ён павінен быў выглядаць інакш, а вось як раскажуць наши корреспонденты. О том, что Академии наук нужна своя архитектурная визитная карточка, заговорили в год ее создания. За проект по решению руководства в 1930-м взялся известный зодчий Георгий Лавров. В те годы в мире, особенно в Европе,
было популярно архитектурное направление конструктивизма. Главному архитектору наркомпроса просвещения Георгию Лаврову, такую должность он тогда занимал, было предложено спроектировать здание Академии наук, основных корпусов. Он разработал проект в таком же стиле конструктивизма, с выделенной центральной частью, несколько высотной, но с такими же вертикальными и горизонтальными остеклениями, поверхностными, опять-таки хорошо перекликающимися с расположенным напротив, домом печати. Правда, несколько позднее, в 1930 году, Лавров доработал этот проект. Он два П-образных корпуса, там корпус типографии и корпус института, объединил полукруглой цилиндрической вставкой. В 1934 году Лавров уехал в Москву. Затем за стройку берется не менее знаменитый архитектор Иосиф Лангбард. Он, тщательно изучив проект Лаврова, заимствует оттуда, по его мнению, лучшие элементы и добавляет свои. Без Лангбарда белорусы не увидели бы то, без чего храм белорусской науки мы уже не представляем – двухрядной колоннады. Также Лангбард принимает решение объединить два строящихся рядом корпуса – одним вестибюлем и трехмаршевой лестницей. Лангбард подошел более строго к интерпретации этого стиля. Он ввел в обрамление основных зданий, в том числе и вот этой четверти цилиндра вставленной, высокий аттик с подчеркнутым карнизом, сдвоенные пилястры ордерные и объединил фланговые корпуса великолепной колоннадой, которая придала всему ансамблю величественный, возвышенный, можно было бы даже сказать, имперский стиль. Хотя это, в общем-то, далеко от того, но, тем не менее, конечно, репрезентативность великолепная. Строительство главного корпуса Академии было завершено в 1940 году, но уже в годы Великой Отечественной здание было сожжено. После победы за работу снова берется Иосиф Лангбард. Потому что фашисты обошлись с этим сооружением по-варварски. Хотя, в принципе, многие черты в архитектуре Лангбарда, они присутствовали и во многих сооружениях Центральной Европы тогда. Пройдя вместе с белорусами годы разочарований и побед, здание под номером 1 на улице Академическая стало частью списка наших национальных историко-культурных ценностей. Снаружи на здание просто невозможно не обратить внимания в любое время года и дня, даже ночью. На главном корпусе Академии наук установлено более 250 светодиодных прожекторов. Несмотря на такую внушительную систему подсветки, электроэнергии на нее уходит в среднем в 16 раз меньше, чем на другие здания столицы. Новоселье беларускія навукоўцы адзначылі ў 40-м мінулага стагоддзя і практычна адразу пачалася вайна. Што было з беларускай навукай падчас Вялікай Айчынны? Академія навук Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі была эвакуявана ў Ташкент, і праца аднавілася менавіта там. У той час прэзідэнтам Акадэміі навук быў акадэмік Гораў. Вядома, што навукоўцы не былі ў баку ад вайны, пайшлі на фронт. І вось гэтыя стэнды, рэчы, гэтыя граматы, узнагароды сведчаць пра тое, як ахвяравалі сваімі жыццямі супрацоўнікі нашай акадэміі навук. Тыя, хто не ўдзельнічалі непасрэдна ў дзейнай чырвонай арміі, тыя займаліся распрацоўкамі на патрэбы фронту. Навука беларуская ўжо ў 45-м яна, як кажуць, узнімае галаву. З'яўляюцца новыя накірункі. Раскажыце, як так хутка прыязджалі з глыбі Савецкага Саюза, а асабліва з РСФСР, прыязджалі навукоўцы, якія ўжо пасля 1945 года стварылі асноўныя навуковыя цэнтры. Гэта такія, канешне, людзі, як акадэмік Красін, як акадэмік Степанов. Гэтыя цэнтры працуюць і зараз. Это вялікая праца і вялікая колькасць людзей, якія прыязджалі сюда. Прыязджала ў Беларусь працаваць для акадэмічнай навукі, для фарміравання і паглыблення і для лепшага развіцця. З'яўленне новых накірункаў – гэта было патрабаванне часу? Ад гуманітарных навук адыходзім? Калі акадэмікам стаў Мікалай Александрович Барысевіч, вось тады ўжо цалкам пераход на вышэйшы ўзровень нашай акадэміі навук, на самы-самы сучасны. Вось тады возніклі тое, што заклала аснову сапраўднай магутнасці нашай навуковай. Апошнія гады мінулага стагоддзя. Можа, штосьці страцілі мы беларускай навукі ці не? Незалежнасць Беларусі адбывалася станаўленне незалежных дзяржаў. Разрыв эканамічны, разрыв з Масквой, з іншымі цэнтрамі навуковымі, наладжванне новых сувязей. Канешне, гэта ударыла моцна, але дзякуючы кіраўніку прэзідэнту Леоніду Михайловичу і іншым супрацоўнікам, гледзячы на гэты цяжкі час, захаваліся цэнтры і структура захавалася. Вельмі хочацца паглядзець у музеі на сучасную навуку. Пакажаце? З задавальненнем.
музеі як экспанаты і ўзнагароды, і фотаздымкі, і нейкія граматы, я разумею, правильно? Тут все сабрана з пасляваеннага перыяда. Па кожным аддзяленні тут у нас асобны стэнд, дзе можна бачыць кіраўнікоў, можна бачыць навукоўцаў. Нават некаторыя макеты, некаторыя канкрэтныя дасягнення, распрацоўкі можна таксама пабачыць. Ад мінеральнай вады, якую акадэмікам Багамоловым, да лазера, які дзякуючы намаганням акадэміка Барысевіча і шмат чаго іншага. Дзякую вам вялікі за гэтую вандроўку па буйным этапам развіцця беларускай навукі ў сценах музея. А мы працягваем. Гэта спецыяльны выпуск проекта «Наукомания», и глядите далей. Когда случайностей не бывает, почему первыми руководителями Академии наук были историки? Как противостоять попыткам переписать историю? Посмотрим на прошлое с точки зрения науки. И эксклюзив «Наукомании». Что скрывается за дверями главного научного архива страны? Первым руководителем Белорусской академии наук был историк Всеволод Игнатовский. Спустя 2 года его на посту сменил тоже историк Павел Горин. Неудивительно, что старейшим институтом в структуре Академии наук является Институт истории. Открылся он в октябре 1929 года. Какие задачи перед учеными-историками стояли почти столетия назад и над чем трудятся исследователи сегодня? Прямо сейчас спросим у директора института. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Викторович Данилович, кандидат исторических наук, доцент, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси. Родился 21 ноября 1973 года в Полоцке. В 1996 окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. До 1999-го учился в аспирантуре педагогического университета. Спустя год защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность организации змаганий у Заходней Беларуси у период с 1927 до 1930 года. В 2005 году присвоено ученое звание доцента по специальности «История». Подготовил 2 кандидатов исторических наук. В Институт истории Академии наук Беларуси пришел в 2006 на должность заместителя директора по научной работе. С февраля 2011 директор Института истории. Научная деятельность связана с историей белорусского национально-освободительного движения в Западной Беларуси в 20-30-х годах 20-го столетия, а также молодежного движения и молодежной политики в Беларуси в те годы. Автор около 190 научных публикаций. Награжден почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси, почетной грамотой Министерства информации нашей страны, нагрудным знаком юбилейной медалью «Гонор 80-годия Национальной академии наук Беларуси», в 2016-м медалью Франциска Скорины. Первыми руководителями Белорусской тогда Академии наук были историки. Скажите, как вы думаете, это случайность или в истории случайностей не бывает? Я думаю, что случайности не бывает. Это закономерное явление, потому что профессиональный историк обладает комплексным видением исторического прошлого, отлично понимает его уроки и, как никто другой, осознает то, что необходимо для развития, прежде всего, и научной сферы молодого, нарождающегося белорусского государства, каким и являлась БССР в то время. И поэтому вполне закономерно то, что первым президентом Белорусской академии наук стал именно историк Всеволод Макарович Игнатовский, который одновременно являлся директором нашего института. Если вернуться почти на 100 лет назад, какие задачи ставились тогда перед учеными-историками, какие проблемы решали? Именно научный институт создавался впервые, поэтому важно было наполнить его квалифицированными кадрами. Если говорить о направлениях научных исследований, мы должны помнить, в какое время это происходило. Естественно, превалировала коммунистическая идеология. В соответствии с этим направлением большой приоритет отдавался исследованиям истории пролетариата, рабочего класса, крестьянства, национально-освободительной борьбы, социально-освободительных движений. Время шло, в Академии наук открывались новые институты, менялись акценты в развитии науки. А как менялась наука, история? Если мы возьмем 30-е годы, то сложнейшая общественно-политическая ситуация, политическая борьба, которая вылилась в репрессии, она, естественно, отразилась и на деятельности нашего института. К сожалению, целый ряд историков подверглись репрессиям, и, безусловно, это осложнило поступательное развитие исторической белорусской науки. Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на сложности, был подготовлен и издан целый ряд публикаций научных в довоенный период еще. Конечно же, институт не стал еще таким крупным научным учреждением
Сотрудников было всего несколько десятков. Печальные последствия, трагические, принесла с собой Великая Отечественная война. Сотрудники института, они активно включились в борьбу с немецко-фашистским захватчиком. Всего 45 наших сотрудников воевали на фронтах Великой Отечественной, в партизанских отрядах, в подполье. После пришлось восстанавливать фактически институт из руин, развивать научно-исследовательские направления, готовить молодежь. Активно развивается аспирантура при институте, наполняется институт научными кадрами, ведутся исследования. В частности, могу отметить, что в советский период была подготовлена такая знаковая работа для отечественной исторической науки, как «История БССР в 5 томах». Огромный шаг фактически был сделан в развитии института в 70-е, 80-е годы 20 века. Действительно, институт стал крупным научным центром. В 90-е годы вот эта вот ломка стереотипов, идеологических трансформации, которые происходили в обществе, они привели к тому, что сложнейшая ситуация сложилась в научной сфере. Но, тем не менее, в этой сложнейшей ситуации, благодаря дирекции института, которую в то время возглавляли Михаил Павлович Костюк и Николай Стефанович Сташкевич после него, все-таки удалось сохранить костяк научного коллектива и уже дальше заложить вот тот фундамент для успешного развития исторической науки академической уже в период независимости Республики Беларусь. Очень возросла публикационная активность. Благодаря государственной поддержке руководства Национальной академии наук Беларуси на сегодняшний день у нас нет проблемы с публикацией наших научных наработок. Можем ли мы говорить о том, что это свидетельствует о подъеме интереса у народа к истории? Безусловно, вот проведение наших мероприятий, которые мы организуем, ярко свидетельствует о том, что действительно у нашего народа вырос интерес к своему историческому прошлому, и мы стремимся всячески укреплять историческое сознание нашего народа, давая объективную оценку историческим событиям с точки зрения именно нас, белорусов. На сегодняшний день мы можем даже говорить о определенном ренессансе исторической науки в Беларуси, потому что вот эта вот государственная поддержка, но это поддержка не как в советские времена, когда пыталась навязывать какие-то вот идеологические штампы, значит, догмы, которые существовали. Здесь задачи, которые ставятся перед историками, об этом говорил президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, когда посещал Национальную академию наук Беларуси еще в 2014 году, он сказал, главное – это создание объективной картины исторического прошлого. Это очень дорогого для нас, историков, стоит. Никто нам не навязывает, что исследовать, каким образом. Одна просьба – исследовать объективно, покажите отрицательные, положительные моменты, чтобы была реальная картина исторического прошлого. То есть попытки переписать историю, этот вопрос по-прежнему актуален? Прежде всего, конечно же, фальсификации подвергаются вот недавние события, которые имели огромное значение для истории белорусского народа. Это Вторая мировая и Великая Отечественная войны. Не секрет, что пытаются доказать, что судьба победы над нацистским блоком Германии и ее союзников, она ковалась там где-то на Западе или на севере Африки, когда все убедительные документальные свидетельства говорят о том, что именно тут, на территории Советского Союза, в том числе на территории Беларуси, была выкована эта общая победа над нацизмом. И мы об этом говорим. И, кстати, вот совсем недавно завершили реализацию совместного научно-исследовательского проекта с российскими нашими коллегами по истории Великой Отечественной войны. «Страна в огне». Рассмотрели 3 больших периода. Это начальный этап войны, годы коренного перелома, освобождение Беларуси и победа в Великой Отечественной войне. Подготовлен фактически 6-томный труд. 3 тома – это коллективная монография, и каждый том научной аналитики, он имеет еще и том документов и материалов. Это впервые в истории постсоветской исторической науки на пространстве бывшего Советского Союза подготовлен такой общий вот научный труд на основе новейших документов и материалов. Спасибо вам огромное. Успехов во всех начинаниях. Ну а мы продолжаем, и у нас в программе еще один эксклюзивный репортаж. Для наших корреспондентов открыли двери научного архива Академии наук. Свои подписи первый руководитель нашей Академии наук Всеволод Игнатовский ставил практически всегда зелеными чернилами. Его почерк можно рассмотреть на документах, которые собраны в самом первом производственном деле, появившемся, как, собственно, и сама Академия в 1929 году. В этом деле собраны документы поистине уникальные. Вот, например, заявление одного из будущих сотрудников еврейского сектора. Оно написано на идише. И на обороте, собственно, карандашиком перевод, о чем речь идет в этом заявлении. Сотрудник просил принять его на работу в Белорусскую академию наук. Кадры с этим делом – настоящий эксклюзив. Даже исследователи на руки его не получают. Все документы уже давно отсканированы.
В нашем архиве хранятся уникальные документы, которые копии их практически нигде не существует, поскольку архив – это архив ведомства, архив Академии наук. Поэтому, если надо какая-то информация по институтам или по сотрудникам, которые работали в Академии наук, приходит к нам. Вот, например, на сегодняшний день, на 2018 год, у нас 102 посещения архива исследователями, которые работают с нашими делами для того, чтобы написать статьи, подготовить кандидатские, докторские диссертации или выполнить какие-либо свои плановые темы. Однако изучить тот или иной документ может любой. Сотрудники архива готовы открыть двери хранилищ для всех интересующихся историческими фактами. Среди посетителей ученые из Германии, Франции, Англии, которые исследуют белорусскую культуру. Подсчитать до последней единицы, сколько на стеллажах Центрального архива Национальной академии наук Беларуси хранится документов, очень сложно. Посудите сами, здесь находится более 50 тысяч дел, в каждом из которых от 250 документов. Точная дата, когда этот, по сути, главный научный архив образовался, неизвестна. Ученые предполагают, что произошло это в начале 1930-х годов. Наши изыскания показали, что, скорее всего, к его созданию был причастен Дмитрий Иванович Довгяла, известный белорусский археограф. И вот, в частности, у меня в руках перепись одного из томов литовской метрики, который Дмитрий Иванович готовил к изданию. Вот такой объемный, достаточно большой труд, который тоже датируется началом 1930-х годов. Из 6 хранилищ архива в одном собраны все личные дела академиков. На первый взгляд, это всего лишь папки, но на самом деле это жизненный путь интеллектуалов нашей страны, пройденный с 1929 года по 2018. Это был специальный выпуск проекта «Наукомания», посвященный предстоящему большому юбилею Национальной академии наук. Вспоминали сегодня, как зарождалась и развивалась белорусская наука, а ровно через неделю поговорим о настоящем и даже заглянем в будущее. Так что включайте «Беларусь-3» и спутниковый «Беларусь-24». Будет интересно.